Северным полярным кругом, в 320 километрах от административного центра Оленёкского района Якутии, на реке Куанамка находится маленькое село Жилинда. Компания «Алмазы Анабара», входящая в группу «Алроса», получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу рассыпных алмазов и попутных компонентов на месторождении реки Малая Куанамка. Павел Маринычев, генеральный директор «Алмаза Анабара», прибыл в Жилинду, чтобы услышать мнение местных жителей, рассказать о деятельности компании и увидеть ход работ. Добывающая компания – это не только новые рабочие места, налоги в местный бюджет, но и социальные гарантии. Надо сказать, что «Алмаза Анабара» — это единственное в республике предприятие, которое имеет право и использует масла для того, чтобы получать вторичные энергоресурсы. Как вы все знаете, у нас, к сожалению, в Арктике все бросают масло. Мы вам можем возить масло. А вы нам возите его для переработки. На встрече с руководством алмазной компании местные жители узнали о перспективах развития своего села. Желающие трудоустроиться на месте получили консультации у руководителя отдела кадров компании «Алмазы Анабара». Для коренных малочисленных народов Севера это хорошая возможность устроиться на высокооплачиваемую работу. Прежде чем начать общение с вами, мы договорились и сделали следующее. Те люди, которым вы верите, которые являются уважаемыми людьми в поселке, мы пригласили к себе на прииски, показали, как прииски работают, абсолютно полностью открылись. Можно было увидеть то, что «Алмаза Анабара» — это очень ответственная компания, которая подходит к своей работе с точки зрения любви к своей земле. Потому что «Алмаза Анабара» представлены практически на 100% местными людьми. И нам здесь жить, нам здесь работать. Для нас важно, чтобы и людям хорошо было работать у нас в компании. И земля, на которой мы работаем, она оставалась столь же красивой, какой она и является и сейчас. Canlarım uçuklar, tabağıtlar, ondan istedim. O tabakta aktarabildiğim boğazına dayı atın boğaztırarım. Kuvarak boğaz, nam da такой дорогу построили бы. А то и мы тоже раньше такой вопрос ставили, но это не было ничего. Думаем, нам помогут. Я махталим, это, конечно же, был Павел Алексеевич. Bu hanga keykeller, bu kimi gelen olak tostuğularında bu bilgi sığınmıtın anıgılı ikili körütün billeren bu bilgi düğün manlık koşuyor, formatlar koşuyor duralım. Yaka erenebil bu bilgi sığınmıt atın uğraminga onunla bir selimdevdiğer eremul baka ölemli tuluğlar olsaynan işuga hükümlerce kendilerce. Промышленность такая, Урсайнан и Владимир. Уважаемые жители, вам говорят спасибо за то, что сюда полет бесплатно. О, тебе не дали, что ли? Для компании «Алмаза Анабара» вопрос привлечения местных трудовых ресурсов, местных кадров – это всегда приоритетный вопрос.
Всегда компания «Алмаза Анабара» опирается прежде всего на жителей Республики Саха-Якутия, когда планирует рабочую силу и вообще численность свою производственную на своих приисках. Жилинда в этом смысле не исключение. Если говорить о цифрах, то в 2016 году 100 жителей села Жилинда будут работать на приисках «Алмаза Анабара». 100 жителей – это примерно 1/7 от всей численности, включая грудных детей. Поэтому это, собственно говоря, такая довольно значительная доля. Ну и кроме того, что такое 100 жителей? 100 работающих. 100 работающих – это примерно 350 обеспеченных человек. Жители Жилинды еще в июне только мечтали о банкомате в маленьком селе и попросили Павла Маринычева помочь с этим вопросом. Он обещал и сдержал слово. Банкомат через месяц уже заработал. В труднодоступном, оторванном от большого мира, далеком северном селе проживает всего около 700 человек. Но «Алмазы Анабара» пошли навстречу местным жителям. Теперь селяне могут в полной мере пользоваться банковскими услугами. И это только первые шаги. С рабочей группой приехал и сотрудник банка для консультирования населения. Также проведение банковских операций и оказание помощи в части финансовой грамотности населения и обучение работы с банкоматом. Я насчет банкомата. Вы привезли банкомат. Большое спасибо. Мы уверены, что совместные действия Сбербанка и компании «Алмаза Анабара» пойдут только на пользу жителям поселка Жилинда, так как у них появилась возможность совершения банковских операций, удовлетворения своих потребностей в финансовой сфере. Ну и главное, конечно же, повысила уровень или качество жизни населения. Сейчас мы мониторим, как он будет там работать, насколько тяжело его обслуживать, не только экономически, но и технически, потому что это все-таки инкассация и разные вещи, которые связаны с пересечением достаточно больших расстояний, охрана вооруженная. Вот, мониторим в том случае, если эти издержки будут, скажем так, адекватными для нас, тогда мы предложим такой продукт вообще реализовывать на самом деле и в других населенных пунктах. И не только «Алмазы Анабара», я считаю, должны этим озаботиться, а и другие предприятия во взаимодействии с муниципальной властью и с властью государственной. В Оленёкском улусе, в отличие от Анабарского, разведка только начинается. Павел Маринычев и рабочая группа посетили Анабарский улус, где созданы все условия для труда. Вот с примера Анабара взять. Я думаю, что будет этот улучшение, конечно, помощь. Я уже знаю, что некоторых уже начинается поддержка поселка Жилинды. Бригада такая хорошая, ребята, вообще местные. Это сколько это простоит? Правительство республики понимает, что наша северная природа очень хрупка, поэтому за деятельностью компании зорко следят экологические службы. В улус также прилетели министр охраны природы и министр промышленности Республики Саха-Якутия. Жилинда станет алмазной жилой Арктики. У маленького села есть большие перспективы. «Алмазы Анабара» организует курсы для желающих трудоустроиться в большую и успешную компанию. Жилинда – алмазное будущее Арктики. В одном из интервью вы сказали, что опыт, полученный в органах исполнительной государственной власти, поможет вам в решении поставленных стратегических задач по развитию производства, реализации социальных программ. О каких программах идет речь? Мы сейчас находимся в процессе корректировки стратегии своей. Компания «Алмаза Анабара», точно так же, как и компания «Алроса». А как известно, мы являемся участником группы «Алроса». Вот. И, конечно, в этой связи перед компанией стоят достаточно серьезные задачи. Первое – это укрепление своей минерально-сырьевой базы.
Вот. Второе – это организация добычи попутных драгоценных металлов, а вроде они есть. Это сейчас стало позволительно с точки зрения закона. Вот. Это возможная диверсификация. Вот. Эти программы сейчас рождаются, они оцифровываются, да, скажем, превращаются в цифры, и мы их для себя представляем по срокам, по годам. Вот. Ну и в этой связи тот опыт, в том числе работы в органах государственной власти, который связан со взаимодействием с разными министерствами, ведомствами, контролирующими органами, конечно, я считаю, поможет и мне, и компании. Вот как раз скоро стартует Восточный экономический форум. Что вы можете посоветовать молодым людям, которые готовы связать свою карьеру с Дальним Востоком? Что хотелось бы сказать. Дальний Восток – это сейчас приоритет, однозначный приоритет в той политике, которая ведет государство, ну, с точки зрения территориального развития. Дальний Восток – это точка роста. И, кроме того, Дальний Восток – это территория, где существует дефицит и населения вообще, и кадров в частности. Поэтому, на мой взгляд, для тех людей, которые не боятся сделать шаг вперед, это отличная возможность для своего развития. Объективно, на Дальнем Востоке более низкая конкуренция в плане занять какую-то хорошую позицию, да, или занять какое-то хорошее рабочее место, чем, скажем, в центральных регионах. Поэтому однозначно для тех молодых людей, которые не боятся это делать, это очень хорошая возможность развиться как профессионалу и сделать карьеру. В этой связи пожелание только одно: приезжайте к нам на Дальний Восток, к нам в Республику Саха-Якутия, дерзайте, развивайтесь и становитесь самодостаточными людьми. Павел Алексеевич, вы много лет на руководящих постах. Вот мне интересно, когда, в каком возрасте вы осознали для себя, что такое ответственность? Ну, я считаю, что это внутреннее состояние, ответственность. Очень рано, еще в детстве, наверное. Всегда был ответственным и в школе, когда учился, всегда и в институте, когда чувствовал ответственность перед своими родителями, которые, скажем, помогают и дают мне образование, перед республикой, которая оплачивала это обучение, а я учился через департамент по подготовке кадров. Ну и потом, когда начал работать, я, конечно, всегда чувствовал эту ответственность и, честно говоря, никогда ее не боялся. Вот, на мой взгляд, отличие руководителя от неруководителя именно в ответственности. Когда человек чувствует ответственность, не боится ее, может принимать решения, но и опять-таки нести за эти решения ответственности, этот человек руководитель. А человек, который таких решений принимать не может и эту ответственность не чувствует, ну, такому человеку не суждено быть руководителем. Какую черту вы считаете в себе главной? Наверное, ответственность и порядочность. Она у вас есть? Есть, однозначно. Какие недостатки вы легко прощаете людям? Я вообще долго обижаться или за что-то мстить не умею. Я практически все прощаю. Ну и что для вас счастье? Ну, счастье – это, наверное, состояние гармонии, да, когда ты чувствуешь удовлетворенность от своей жизни во всех ее проявлениях, и в работе, и в общении с семьей, да, свой микроклимат. Но и это должно сопровождаться, наверное, общим таким более-менее благополучием в том мире, в котором ты живешь. Я имею в виду страну. Поэтому, ну, вот счастье – это такая вот большая совокупность.